Город Сухум – столица нашей страны. Население по переписи у нас с 2011 года 65,3 тысячи человек. А фактически мы рассчитываем, что у нас живет более 70 тысяч. Трудоспособного населения 38,5 тысяч, студентов 3053, студентов в колледжах, студентов высших учебных заведений, студентов в колледжах 1106, школьников у нас 9100, детей, которые посещают дошкольные образовательные учреждения, так называемые детские сады, 2126, пенсионеров 10748, из которых 7600 получают российскую пенсию в том числе, 3087 получают только абхазскую пенсию. Юридических лиц зарегистрированных у нас больше 2000, но действующих 1269. Это те, которые постоянно действуют, сдают балансы и так далее, в которых трудятся. Это в этом году тоже уточненная цифра 10 337 человек. В прошлом году мы давали цифру без малого 9 тысяч. Здесь есть определенный рост или более четкий учет, контроль людей, которые трудятся и получают заработную плату. Индивидуальных предпринимателей у нас 3600 человек, в которых трудятся еще 1800 людей. Бюджетных, республиканских у нас бюджетников 5700, это все республиканские, кабинет министров, администрация президента, все министерства, ведомства республиканского подчинения, где трудятся 5700 человек на территории города Сухум. Бюджетные служащие администрации города Сухум по факту 3193 и в муниципальных предприятиях 1218 человек. Но здесь надо отметить, что в муниципальных предприятиях, отдельно если сказать о предприятии АТП, там порядка 400 водителей, которые взяты на разных условиях на работу для фиксации их перемещения, автомобили их личные и так далее. Но они так или иначе у нас состоят в штате и фактически выполняют работу. Если говорить о занятости в городе Сухум, значит, у нас 25 850, это госслужащих на предприятиях, учреждениях работающих, что составляет от всего трудоспособного населения 67%. Я в прошлом году, когда докладывал вам, называл цифру 62% и отговаривался о том, что без учета тех, кто трудится у индивидуальных предпринимателей по найму и так далее. Ну и плюс цифра, которая выросла по данным юридических лиц. Вот, поэтому у нас получается 67% по городу. Ну, как известно, администрация города провела определенную реформу. Были созданы муниципальные управы на базе домоуправлений, которые у нас были. А теперь эти муниципальные учреждения управляют, так можно сказать, целыми районами. Функционал у них расширен. Их теперь касается все, что происходит у них в районах, не только домовых и придомовых территориях. Также созданы муниципальные профильные направления: здравоохранение, образование, культура, спорт. Это вся реформа проведена, это был сложный процесс на самом деле, но в данный момент уже, в принципе, все мероприятия завершены. В 2023 году за первое полугодие в администрацию города Сухум поступило 2667 писем и заявлений. Отработано 2500, в работе находится 167. За указанный период издано 778 распоряжений главы администрации города. Бюджет города Сухум на 2023 год был принят в размере 1 миллиарда 428 миллионов 400 тысяч. В связи с тем, что показатели за 5 месяцев 2023 года шли с опережением, и у нас оставался переходящий остаток на 1 января 2023 года 183 миллиона рублей, поэтому по нашей инициативе при поддержке депутатов городского собрания бюджет был пересмотрен. По доходам в 1 миллиард 580 миллионов рублей, по расходам 1 миллиард 763 миллиона 320 тысяч рублей. Дефицит, понятно, перекрывается за счет остатка переходящего прошлого года. Межбюджетные трансферы в этом году – это 92 миллиона, это социальный блок, субсидия, которая приходит из Российской Федерации на доплату социального блока. Дотация 40 миллионов рублей, которая идет, там тоже есть разбивка. У нас депутаты позаботились, еще была их инициатива. Она включает в себя эти 27 миллионов рублей и 13 миллионов рублей – это прямая дотация администрации города. Из резервного фонда
президента, значит, выделено 18 миллионов 280 тысяч. Эти деньги пошли на стихию, прошли комиссию по чрезвычайным ситуациям Кабинета министров. Тоже расскажу, чей адрес, как они попали. И 444 тысячи рублей Кабинет министров, это была разовая помощь АТП, значит, на их техническое оснащение и так далее. Доходная часть бюджета города Сухум за первое полугодие 2023 года выполнена на 124%. При плане 579 миллионов 855 поступило 718 миллионов 219 тысяч. Из резервного фонда президента, я уже, как говорил, было выделено 18 миллионов 280 тысяч, значит, на 57 адресов, из которых, значит, 15 были восстановлены крыши. Это в дополнение к тому, что было в 2022 году, в 2021 году. Это я говорю сейчас за 2023 год. По событиям, которые были в 2021 и 2022 году. 15 объектов – это ремонт крыши и 42 адресная помощь, которые пострадали в результате стихийных бедствий. Из резервного фонда Кабинета министров, я уже говорил, 444 тысячи рублей было выделено на АТП, на текущую деятельность и так далее. Сравнительный анализ поступлений собственных доходов в бюджет города по сравнению с аналогичным периодом 2022 года состоит следующим образом. В этом году мы получили в бюджет города собственных доходов на 154 миллиона рублей, больше, чем в 2022 году. Рост составляет 127,5%. Выполнение плановых показателей по налогам. Спецналог 123% или 32 миллиона 512 тысяч. Патентный налог 139%, 4 миллиона 170 тысяч. Налог на имущество 162%, 26 миллионов 641. Налог на прибыль 120%. Подоходный налог, тоже могу назвать цифру, 277 миллионов по налогу на прибыль. Подоходный налог 129%, 344 миллиона 38 тысяч, земельный налог 146%, 13 миллионов 170, и акциз 87%, 16 миллионов 216 тысяч. Акциз, он, как правило, во втором полугодии превышает платежи более 100%. Это тенденция, она ежегодная, мы ее отслеживаем, все понятно. Общая сумма задолженности за все периоды, она в прошлом году составляла 564 миллиона. В этом году 540 миллионов, 24 миллиона из бывших долгов удалось нашей налоговой службе компенсировать. В постоянной работе мы с налоговой службой администрации города ведем работу по, значит, взиманию тех платежей, которые остаются долгами еще. Расходная часть бюджета за первое полугодие 2023 года составила 82,3%. При плане 947 миллионов рублей мы потратили 779 миллионов рублей. По-своему экономим, смотрим, отслеживаем. Это не потому, что у нас денег нет. Я уже сказал, что у нас деньги есть, они на счетах и так далее. Аппарат администрации 80% расходы были покрыты. Сухумское городское собрание 90%. Здравоохранение 75%, образование 88%. Культура 83%, соцобеспечение 92%, управление финансов 71%, КРУ 62%, резервный фонд 85%. Это от полугодовых плановых цифр, мы называем, не годовых, разумеется. Да? Резервный фонд 85%, молодежный спорт 75%, ветеринария 44%, санитарно-эпидемиологическая служба 71%, управы с 1 по 5 88% отбюджетированы, БТИ 77%, горстройпроект 76%, вот, горсервис на 90%. Из резервного фонда главы администрации города Сухум израсходована общая сумма 13 миллионов 282 тысячи рублей, что составляет 85%, ну, так скажем, от полугодового ориентировочного плана. Резервный фонд редко приходится планировать, но в всяком случае цифры такие есть. Куда мы потратили эти деньги? Значит, благоустройство 6 миллионов 29 тысяч рублей. Значит, мы на 3 миллиона 272 тысячи купили 200 пластиковых контейнеров, если может, в дополнение к тому, что было в прошлом году сделано. Значит, куплено, вернее, да, 1 596 были куплены цветы, высаживаются, которые периодически. Ремонтировали тягач на 136 тысяч, за 180 тысяч рублей купили автомобиль ИЖ маленький, который там нам помогает по городскому хозяйству. Были куплены буи безопасности на 145 тысяч и на 700 тысяч рублей помогли купить колеса на мусоровозы.
1 102 000 рублей было выделено водоканалу на покупку пускового механизма для насосов. 40 000 рублей битумная эмульсия для ДРСУ, 200 000 рублей городскому АТП на запчасти, 503 000 рублей выделено было Аргоинвест, это наше предприятие, МУП. Если вы обратили внимание, инфобоксы у нас стоят по городу, да, ну и далее на текущие расходы. Молодежь и спорт, там буквально 30 000 рублей было выделено. Итого своим подразделением мы выделили 8 594 000. Сторонним организациям из резервного фонда, кому было выделено, помощь оказана УВД за полгода 400 000 рублей, Союзу ветеранов, это ветеранов Отечественной войны 41-45 год, 260 000 рублей на 9 мая, это практика у нас, мы каждый раз это делаем. Благотворительный фонд «Надежда», помогаем добить, это последняя цифра по питомнику, у нас там содержится сейчас более 70 собак, вот, скорее всего, надо будет делать вторую очередь, мы видим, что эта мера, она не хватила, и будем там расширяться. Движение матерей Абхазии «За мир» 250 000, Ассоциация женщин-инвалидов 150 000, Ассоциация инвалидов Отечественной войны, ребята обратились один раз, мы выделили 25 000 рублей. Футбольная команда «Динамо» 50 000 рублей, теннисный клуб «Родина» 20 000 рублей, ДОСАВ 20 000 рублей, филармония 30 000 рублей и детский ансамбль «Ашара» 60 000 рублей, поездку для выступлений. Итого сторонним организациям было выделено 725 000 рублей. Материальная помощь. Обращаются в администрацию города жители наши, кому тяжело, кто там сталкивается с разными сложностями. Была выделена сумма 3 962 000 рублей в 223 адреса. Итого, как я уже говорил, по резервному фонду было израсходовано 13 282 000 рублей. Немножко об экономических показателях, да? Если там будут вопросы, я готов ответить. Согласно индикативному плану, 2023 год у нас товарооборот по городу Сухум составляет 46 миллиардов рублей. 33 миллиарда рублей прошлый год. Разница приличная, там в районе 13 миллиардов рублей. Плановые показатели прошлого года по отношению к этому году. По факту перевыполнили на 1,2. Так вот, да? В этом году от планового показателя товарооборота 18,9 на сегодняшний день выполнено 18,1. Вот. Но есть момент, да, там 95% исполнения, но есть момент, что не все пока сдали балансы. И, кстати, из крупных предприятий в том числе. Сейчас не буду перечислять, чтобы никому-то не было неудобно. Из крупных предприятий, которые работают, но есть сроки, если надо будет здесь начальник налоговой прокомментирует, но есть моменты, где ребята еще не успели, вот они каждый день. Это же данные на самом деле на 1 число. На 1 число еще, да, есть время. Я думаю, что если суммировать, консуметься, точно мы на товарооборот его исполним. Да и цифры по поступлениям говорят о том, что, в принципе, плановые... Есть момент, Аслан Георгиевич, вот плановый показатель товарооборота 46 миллиардов на этот год. Очень надеемся, что эти показатели будут исполнены. Наше влияние на это поскольку такое немножко опосредованное, да. Мы вот в процессе формирования индикативного плана на следующий год планировали, что товарооборот может подрасти еще на пару миллиардов, наверное, где-то до 48, до 49. В процессе наших консультаций с Министерством экономики был принят товарооборот 51,6 миллиардов. Посмотрим, что будет по факту. Мы планировали от 46 вырасти до 48, может до 49. В результате принято 51,6. Хотел бы остановиться буквально на таких небольших цифрах по туризму, учитывая, что мы в разгаре туристического сезона. Выручка за первое полугодие по отрасли туризм составляет в этом году 95 943 000 рублей. По сравнению с прошлым годом 88 628 000. Рост 108%. Да. В городе Сухум 116 объектов и 3357 койко-мест. Я вам говорил, да. Ботанический сад, это основные наши ботанические сады, обезьяний питомник. Ботанический сад посетили в этом году 11 205 человек. К 2022 году есть отставание у них. В 2022 году посетило 12 989, там где-то более 1000 человек разница. И обезьяний питомник посетило 7401 человек, в прошлом году около 8500. Тоже в районе 1000 человек разница есть. Это по экскурсиям, по этим крупным, так скажем, нашим местам, куда приезжают наши туристы, посещают. Инвестиционная программа 2023-2025 года
была принята. Значит, по городу Сухум утверждены, ну, мы во всяком случае, как считаем, 8 мероприятий, которые внутри могут подразумевать еще дополнительные мероприятия, но укрупненные это 8 мероприятий на сумму 1 миллиард 5 миллионов рублей. Что туда входит? Капитальный ремонт улицы Басария 102 миллиона 500 тысяч рублей, это первый этап. Значит, начало в 2025 году. Капитальный ремонт улицы Когония, начало 2023 год, сумма 98,9 миллионов рублей. Значит, капитальный ремонт улицы Воронова 29 миллионов рублей, 28,9, тут начало 2023 год. Благоустройство улицы Джонова, работы ведутся, 24,9 миллионов рублей, обустраиваются тротуары, выкладывается плитка. Благоустройство улицы Гулия, 26 миллионов 386 тысяч, тоже работы ведутся, визуально можно посмотреть. Значит, благоустройство улицы Абазинская, тоже 2023 год, сумма 35 миллионов 492, это обустройство тротуарной зоны. Эти улицы были отремонтированы за счет средств инвестиционной программы 2022, и, значит, управление капитального строительства мы совместно попросили, чтобы эти мероприятия попали в мероприятие 23-25, поэтому они там оказались. Да? Предусмотрена еще эта инвестиционная программа строительства детской больницы, значит, на сумму 651 миллион 965 тысяч, начало 2024 год. Такие планы. Модернизация подстанции Сухум, Сухум-1, 35 миллионов 998 тысяч, работы ведутся, ну, там больше занимается Черноморэнерго, и мы в информативном плане держим, когда они закончат, нам дадут знать. Значит, на территории города Сухум реализуется ряд, значит, таких проектов, перечислю. Гостиница «Ривьера» по улице Акиртава, объем инвестиций 300 миллионов рублей, готовность 99%. Санаторий Сухум, это мы сегодня с вами там были, МВО, ПВО, объем инвестиций общий, как заявляет инвестор, 2,5 миллиарда рублей, освоено сегодня 950 миллионов рублей. 1 августа обещают запустить 1200 койко-мест. Значит, еще планируется восстановить 2 бассейна, они сейчас в работе, и дополнительно еще 1000 койко-мест. Значит, у них план таков, 1200 запускают с 1 августа и до конца года, плюс еще 500 койко-мест. Следующий год, там первое полугодие, номера повышенной комфортности, плюс еще 500, значит, койко-мест. Итого, я то, что говорю, 2,5 миллиарда, и мы в итоге получит город Абхазия для приезжих туристов, значит, и не только для приезжих, для местных, кто захочет там провести время, 2200 койко-мест. Вот такая картина. Инвестиции 2,5 миллиарда рублей. Гостиница Гранд Отель, улица Читанава. Объект завершен, запущен, работает он к концу прошлого года. Ну и сегодня он уже функционирует. Вот. Торговый центр Красный мост, там объем инвестиций порядка 500 миллионов рублей, готовность более 50%. Но сейчас стройка стоит, там с инвестором есть вопросы у ребят, там, может, это связано со специальной военной операцией, не будем уточнять, да? Еще. Жилой комплекс АПРА по улице Воронова, объем инвестиций 250 миллионов рублей, готовность 99%. Средства за размещение апарт-отель «Акватория», улица Читанава, объем инвестиций более 250 миллионов рублей, готовность 99%. Значит, ЗСК «Лайтхаус» по улице Адлиева, это Майский поворот, вырод котлован, 10% готовности, ребята занимаются, надеюсь, дальше будут двигаться. Средства размещения апарт-отель «Абхазэнергострой», это самый критикуемый объект по улице Когония, объем инвестиций 350 миллионов рублей, готовность 70%. Итого по инвестиционной части в гостиничные комплексы и апарт-отели 4 миллиарда 580 миллионов рублей. Слава Георгиевич, если разрешите, маленькую здесь паузу выдержу, хочу какую-то картину дать. За время, пока работаем в администрации, с 2020 года, какое количество разрешений было выдано, да, предоставлена земля под строительство гостиниц, жилищных так называемых, да, комплексов и апарт-отелей. Всего это порядка 20, из которых многоквартирных жилых домов 6, апарт-отелей 5 и все остальные гостиницы. Вот. Теперь какова тенденция, да, у всей этой истории? Ну вот пару объектов, они были как ЖСК, в смысле, да, они попросились уже перевестись на уровень апарт-отеля. Чем мы
руководствуемся, да, вот вдруг глава администрации подписывает распоряжение, он уже рассказал, какое количество распоряжений, давая разрешение на апарт-отель. Есть постановление Кабинета министров 2019 года, августа месяца, где прописано, как, куда относятся и как стандартизируется апарт-отель, гостиничный номер в нем или апартаменты в нем в средстве размещения апарт-отеля. Все это прописано и стандартизировано. Во всяком случае, решением Кабинета министров отведена роль госстандарту сертифицировать данные помещения и присваивать им определенный стандарт в виде сертификата. Когда завершится тот или иной объект, гостиница или апарт-отель, заявитель пока отсертифицирует, так как требует это постановление Кабинета министров. После этого мы ведем в эксплуатацию. Если он будет подходить по стандартам апарт-отеля, где будет включать в себя и гостиничные номера, и апартаменты, он получит уже на стадии завершения, ну не стадии, на момент ввода в эксплуатацию, уже окончательный документ. Жилищный кодекс 1982 года, который действует в Абхазии сегодня, да, с поправками в разных годах, он предусматривает, и в то время предусматривал перевод из жилых помещений в нежилые, и из нежилых помещений в жилые. Еще до нас, до того, пока мы приступили к работе, такой регламент работы, положения по этой комиссии, он существовал. Мы, учитывая, что пошла тенденция обращения граждан, перевод пока было до того, пока вообще появились вопросы про апарт-отели, очень много было обращений перевода из жилое в нежилое. Значит, за все время мы там провели пару комиссий, мы дали только одно разрешение, а было порядка там 30 или даже больше заявлений. Ну, мы уследили тенденцию такую, что люди хотят для того, чтобы продать и гражданину Абхазии, перевести его пока в нежилой фонд, там под видом офиса или мини-гостиницы, хотя при этом не проведя никакие проектные работы, строительные работы и так далее. Потом мы это дело на этом уровне пресекли, мы дали всего одно решение, где человек изначально заявлялся дома, потом самострой офиса и так далее. Вот. Какова тенденция может быть в обратном порядке? Сейчас мы думаем над этим. Пока таких заявлений нет, но такие риски есть. Если кто-то приобретет апартаменты в апарт-отеле, учитывая, что в постановлении правительства прописано вообще, как можно назвать апарт-отель и как его сертифицировать, не апарт-отель, а апартамент, да? Он, кстати, подходит под жилищные условия. Там есть кухня, там есть санузлы, там есть спальные комнаты и так далее. Есть риски того, что если собственник апартаментов обратится в администрацию Сухума, без разницы какой, и мы вынуждены будем рассматривать этот вопрос. Да, конечно, мы предусмотрели даже такую формулировку в своем положении слова «целесообразность», но от целесообразности до судебного решения путь очень короткий. На самом деле целесообразность для администрации города может по-разному трактоваться, да, но если вдруг не понравится заявителю наш ответ или наш отказ, допустим, да, чтобы он смог перевести нежилое коммерческое помещение в жилое, то нам предстоит, наверное, перспектива судебного разбирательства. Такие риски сегодня есть. То, что сегодня обсуждается по поводу законопроекта о регулировании вопросов апартаментов, мы, конечно, считаем, я, во всяком случае, со своей командой считаем, что он крайне необходим, и там заложены серьезные ограничения для того, чтобы мы, применяя данное законодательство, значит, и данное постановление правительства, могли эту работу систематизировать. Да? Ни в коем случае здесь не могу применить слово, что кто-то земли продает или там родину продает или что-то еще, потому что на самом деле это у администрации городов и районов земель-то не осталось, даже что если кто-то придет такой, который что-то захочет продать. Все давно уже распределено, оно находится в аренде или выкуплено, опять же, в первую очередь, нашими местными гражданами, да, кого они находят в партнерах или какую судьбу они себе дальше хотят в этом плане, да, там, развивать тот или иной бизнес, это, как говорится, их право выбора. Вот. Поэтому в этом законопроекте об апарт-отелях предусмотрено ряд ограничений. Вот. Но мы хотели бы еще на что обратить внимание, учитывая, что Лашнук Зарович вы здесь, учитывая, что миграционное законодательство, можно было бы немножко его подкорректировать, у нас есть такое предложение. Для владельцев апартаментов исключить возможность регистрации в жилом фонде. Значит, тот, кто приехал в апартаменты, владелец или член семьи,
кто бы он ни был, для обязать управляющие компании, которые будут управлять этими апарт-отелями, да они уже есть сегодня, да, их просто на законодательном уровне это надо сделать, завести книгу учета регистрации посещений, но исключить их возможность регистрации в жилом фонде. Это не даст возможность, помимо прямого запрета владельцев апартаментов получить абхазское гражданство, но и также не даст возможность создавать историю его регистрации для того, чтобы выбрать более долгий путь к гражданству Республики Абхазия. Что касается количества, допустим, по городу Сухум 5000 апартаментов, мы понимаем, что это приблизительно 200-250 тысяч квадратных метров. И для сравнения, да, новый район у нас 500 000 квадратных метров. Так, если визуально человек просто на слух кому-то режет, то вот считать можно, что это приблизительно по квадратным метрам половина нового района. Вообще на Сухум и на Сухумский район, если брать в разрезе того предложения, которое было сделано в качестве законопроекта. И что касается платежей, город Сухум попадает под сетку 1500 рублей. И мы посчитали, что это квадратные метры приблизительно за один апартамент от 20 до 50. В среднем это, я уже говорил, порядка 200-250. Размер оплаты будет в бюджет более 300 миллионов, где-то 350 миллионов рублей, которые можно будет ежегодно направлять на создание условий для нуждающихся в жилье. Сегодня 2700 человек стоит в очереди, а еще люди, которые не стоят в очереди, просто занимают дома ветхие, которые просто по тем или иным причинам еще не пришли в администрацию. Поэтому вопрос жилья стоит остро, да, не только по очереди, да, посмотреть молодые семьи, многие себя найти не могут. Если поднять вот эти заявления по помощи, да, 3 миллиона, о которых я говорил, 3 900 000, 50% это люди просят заплатить за жилье, потому что молодые семьи или те, кто приехали, уже как-то так обосновались в городе Сухум, работают, им жить негде. Поэтому это было бы хорошим подспорьем для того, чтобы мы смогли организовать вот такую жилищную программу. Здравоохранение. Бюджет здравоохранения в прошлом году был в размере 210 миллионов 980 тысяч рублей. В этом году 223 миллиона. Увеличили на 22,6 миллионов рублей. Медперсонал у нас трудится 649 человек, врачи получают средняя заработная плата 26,3 тысячи рублей, средний медперсонал 328 человек, 18 тысяч рублей и младший медперсонал 10 тысяч рублей сейчас. Вот. Аслан Георгиевич, данная сфера это не только местного органа, как администрация города Сухум, да, касается вместе с собранием, да, проблема здравоохранения на республиканского масштаба. Есть у нас свои предложения по этому поводу. У нас до сих пор не тарифицированы медицинские услуги. Кстати, сетка у нас в администрации готова. Мы можем предложить кабинету министров на рассмотрение, чтобы можно было на фоне бесплатных услуг, те возможности, которые есть, создать еще и платные услуги. Вот. Мы еще хотели бы здесь, чтобы тоже взяли на заметку, мы все ходим, думаю, на примере города Сухум вести страховую медицину. Есть определенная практика у других стран, я в специальной поездке участвовал по поручению президентов. Вот. Там формируется страховая корзина за счет потребителя и за счет государства совместно, а потом там регулируется в течение времени. Есть предложение, что без страховой медицины там говорить о том, что вся медицина должна быть платная или бесплатная, знаете, такой перспективы, во всяком случае, мы не видим. Поэтому будущее здравоохранения мы считаем за медицинской страховкой. Вот. Что касается самих объектов, в инфекционной больнице, как известно, нам удалось провести ремонт, там была практически она была обновлена, еще много чего надо сделать. Все остальные, 7 объектов необходим капитальный ремонт и в некоторых местах только текущий ремонт. Но в основном капитальный ремонт. Необходимо докупиться обязательно оборудованием, особенно для нашей глазной больницы, офтальмологии. Вот, городская клиническая больница требует вложений, там помимо ремонта еще и оборудования. Вот, как-то вы мне говорили, что по офтальмологии вы нам как-то поможете. Мы по результатам 9 месяцев, если тенденция по налоговым платежам сохранится, будем выходить на городское собрание, думаю, будем пересматривать бюджет в сторону увеличения расходной части. Соцобеспечение. Я говорил о том, что у нас пенсионеров 10 748, минус 618 человек по отношению к прошлому году. То есть умерли, то есть сокращение пенсионеров у нас есть.
Абхазскую пенсию получает, я уже говорил, 3000 человек, и российскую пенсию получает там 7000 с копейками. 7600. Ну, там бы около 7 или 8 тысяч рублей со всеми. Да, где-то так. Но это с надбавками, накрутками, там уже со всеми. Базовая, по-моему, где-то так, в районе 7 тысяч. Значит, город выплачивает городские выплаты, пособия отдельно за счет собственных средств. Таких у нас категории 5, это круглые сироты 12 человек, многодетные семьи 750, одинокие матери 265, уход за инвалидом первой группы с детства 193, уход за инвалидом с детства до 16 лет 145. Вот. Этим категориям там, в основном выплачивается по 1500 рублей. Было 1000 рублей, вот мы на 500 рублей добавили. И мы такой план немножко забегая вперед. Если мы этот год заканчиваем хорошо, то на следующий год, если депутаты нас поддержат, а я думаю, что они поддержат, они у нас социально ориентированы, то мы еще на 100% хотим поднять. С 1500 до 3000 рублей. Значит, у нас за рождение ребенка, гражданина города, так скажу, хотя понятно, в городе, мы выплачиваем 7500 рублей. Было увеличение на 2,5, было 5000 рублей, мы увеличили на 2500 рублей. Тоже надеемся, что в 2024 году мы выйдем на 10 тысяч рублей. Я думаю, что это неплохая такая история. За полугодие у нас родилось в городе 89 детей, во всяком случае те, которые обратились за этой выплатой, мы выплатили 667 тысяч рублей по 7,5 тысяч каждому. Образование. У нас в городе 15 школ, есть вспомогательная школа, очно-заочная, детская и юношеская спортивная школа, центр кружковой работы. Школьников у нас 9100, кстати, на 387 человек, детей больше, чем в прошлом году. В прошлом году было 8700, в этом году 9100. Ну, 8713, в этом году 9100. Учителей у нас трудится 780 человек, у которых средняя зарплата 18,6 тысяч рублей. Прочий техперсонал 14, дошкольных учреждений, детских садов у нас 13, детей 2126, тоже рост, 129 детей в этом году больше пришли в детские сады. Значит, воспитателей у нас 201 человек, средняя заработная плата 18,3. Что касается проблем в области образования, наверное, это не секрет, все знают, что нам не хватает школьных и дошкольных образовательных учреждений. Я думаю, что сейчас скажу, вот если нам удастся восстановить 15-ю школу в новом районе, 16-ю школу на повороте на Старый поселок и восстановить до конца 11-ю школу, то я думаю, что на какое-то время, там, на ближайшие 10-15 лет, можно было бы со школами так, как бы, да, но с детскими садами у нас дела похуже. У нас во всех детских садах, во всех группах от 30 до 50% перебор. Здесь нам нужно как минимум 10 садов, а то и запасом больше, где-то 15. Культура. Значит, бюджет отдела управления, вернее, культуры у нас в 2022 году был 58 миллионов 520 тысяч рублей, в этом году 66 миллионов 8 тысяч рублей, рост 7,5%. У нас 5 таких учреждений, 6 школ. Такая же проблема, как и везде. Мы в одном подразделении только удалось сделать ремонт, а так они все требуют капитального ремонта. Ну, какое количество мероприятий, этот год юбилейный, они тесно взаимодействуют с Министерством культуры, провели День города. В принципе, ни одну дату стараемся не пропускать, делаем, где надо и необходимо, значит, по полной программе там мы включаемся. Спорт и молодежь. У нас 6 подведомственных подразделений: шахматная школа, городской стадион, яхт-клуб, зал единоборств, дворец спорта и 11 футбольных полей. Значит, за эти 3 года нам удалось их всех как бы освидетельствовать, так скажем, привести в порядок, сделать государственные акты, получить свидетельство о собственности на стадионы, на все площадки и так далее. Тоже была непростая работа, разного рода споры, не споры и так далее. Но ребята трудятся. Тренеров у нас 86 человек, значит, 17 тысяч рублей средняя заработная плата. За первое полугодие 2023 года в городе Сухум зарегистрировано 1501 иммигрант, получивший разрешение на работу, из которых 184 патента – это Российская Федерация, граждане Российской Федерации, и 1317 – это
дальнее, так скажем, или ближнее зарубежье. Вот. За аналогичный период прошлого года 1385. Рост здесь присутствует на где-то плюс 200 человек. Мероприятия также были проведены, 525 мероприятий по ремонту электросетей в подъездах. Что касается финансирования благоустройства, совсем в недавнее время мы вырыли еще один котлован в Гулиевском районе на базе полигон, пока еще, который не введен в эксплуатацию, нам пока не передан, но ввиду обстоятельств, с которыми мы сталкиваемся по свалке в новом районе, наверное, тоже вы знаете, я вам говорил, когда было возгорание, пожар и так далее, уже, возгорание было не само по себе, скорее всего, это был поджог. Мы понимаем, что дальше уже тянуть некуда, и по договоренности с Управлением капитального строительства мы вместе приняли такое решение, что рядом с тем котлованом на полигоне в Гулиевском районе мы собственными силами вырыли еще один котлован. Потратили 3,7 миллионов рублей. За время работы, как по вашему поручению был организован оперативный штаб, было проведено 18 заседаний. Сейчас коротко скажу, проверено порядка 2000 квартир, 1500 домовладений, огромное количество подвалов, порядка 700. Отключили от сетей 1856 единиц машинок, майнинг оборудования. Всего за время проведения отключены также от трехфазного питания 56 адресов. Для справки, количество абонентов потребления у нас по городу Сухому 26 650 это частные абоненты, 1600 индивидуальные предприниматели, 300 юридические лица. Количество абонентов до военного периода составляло 38 тысяч, сейчас у нас 28 500. За отчетный период всем абонентам по городу Сухому начислено 308 миллионов 570 тысяч рублей. Юридическим лицам начислено было 77,4 миллиона рублей, физическим лицам 231 миллион рублей. Оплата за 6 месяцев составила 105 миллионов рублей, если брать разрез 2022 года 47,5, то есть 35% за полугодие. Какова тенденция? Первое полугодие все-таки люди все равно пока зарабатывают деньги, откладывают немножко на потом, на вторую часть полугодия, но июнь дал о себе знать. В июне общая собираемость составила 61%, 99% юридические лица, 42% физические лица. Это за июнь. То есть тенденция, она идет к выравниванию. Это есть, и вот июнь такой показатель. В городе Сухом установлено новых приборов учета контроля расхода электроэнергии 9200. Половина уже установлена в этом году, половина в прошлом. И до конца года будет установлено порядка 2000 еще. Что касается потребления по городу Сухом. В 2021 году за первое полугодие вы нам такую задачу ставили. Потребление за 6 месяцев составляло 348 миллионов 277 тысяч киловатт-часов. За 2022 год 341 миллион 444. В этом году 271 миллион 999. Обсуждаемый период сейчас, он на 22% меньше потребил от 2021 года, и на 11% потребили мы меньше, чем 2022 год. За первое полугодие по городу Сухому было зарегистрировано 103 преступления уголовного характера, раскрыто 97 или 94,2%. Из общего количества зарегистрированных преступлений тяжких 47, раскрыто 43 или 91,5%. За аналогичный период прошлого года всего было зарегистрировано 124, то есть 103 в этом году, в прошлом году 124. Преступлений раскрыто 119 или 96%. Анализ показывает, что количество преступлений уголовного характера, совершенных в 2023 году, меньше на 21 преступление, чем совершенных в 2022 году. Ежедневная работа по оперативно-профилактическим мероприятиям положительно сказалась на выявлении фактов незаконного оборота наркотиков. 41 выявлен факт, против 32 в 2022 году, 8 выявленных фактов незаконного хранения оружия и боеприпасов, против 32 в 2022 году, то есть 8 представительств.
Каждый день сотрудники отдела уголовного розыска проводят профилактические рейдовые мероприятия во всех районах столицы, в результате которых были доставлены в Управление внутренних дел и дактилоскопированы и сфотографированы 178 человек. В результате указанных мероприятий 127 лиц были доставлены в наркологический диспансер за употребление наркотических средств. 35 лиц решением суда были подвергнуты административному наказанию в виде ареста от 15 до 30 суток, 47 человек оштрафованы и у 3 отсрочка, 41 был ответ отрицательный. Ежедневно ведется работа по задержанию преступников, скрывающихся от суда и следствия. В отчетный период объявлено в розыск 5 человек, установлено и задержано 4, в настоящее время остаются в розыске всего 47 человек. С началом летнего курортного сезона с целью предупреждения и пресечения преступлений против лиц, пребывающих на отдых, столичная милиция усилила проведение комплексных профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение преступлений в отношении указанной категории лиц. Для решения данной задачи Управление внутренних дел разработало и задействовало с мая месяца специальную дислокацию сил и средств. Согласно плана, патрулируется как пешими группами патрулей, так и автопатрульными группами набережная Диоскуров, Махаджиров, пляжные зоны МВО, Синопки, Ласур, Турбаза, центр города, железнодорожный вокзал. Теперь по линии ГАИ. За первое полугодие 2023 года сотрудниками ГАИ УВД города Сухум зарегистрировано 8 ДТП. Из них возбуждено 8 уголовных дел, со смертельным исходом 1, при котором погиб 1 человек. Получили ранения тоже 1 человек. За аналогичный период прошлого года зарегистрировано тоже 8 ДТП, погибли 4 человека, получили ранения 5 человек. Оштрафовано за нарушение правил дорожного движения на сумму 5 707 150 рублей, оштрафовано через судебных исполнителей на сумму 886 400. В 2022 году всего на 42 тысячи рублей. То есть в этом году тенденция существенная. Всего по линии ГАИ поступило 7 378 700, в 2022 году 5 812. То есть здесь тоже тенденция видна. Управление в нетрезвом состоянии лишено прав вождения 305 человек, в прошлом году 213. В этом году вообще на строительный бюджет был рассчитан на 100 миллионов рублей. И когда пересматривали бюджет по результатам 5 месяцев, и я уже говорил о том, что было каждый месяц превышение, поэтому мы прошлогодние деньги перенесли на этот год. В результате строительный бюджет у нас вышел 280 миллионов рублей. Вот. Ну, там 131 собственные доходы, да. И, значит, у нас запланировано в этом году 131 мероприятие, вот, из которых мы на сегодняшний день 102 уже выполнены, 15 ведутся работы, и еще есть такие, которые не начали, да, это улица Ардзенба от улицы Агумава до улицы Титова и улицу 30 сентября в Новом районе. Это те, которые пока совсем не приступили. По улице Ардзенба закуплен материал, вот-вот скоро встанут, начнут работать, я надеюсь, ну, где-то с середины следующей недели. Да? Вот. Ну, из строительных работ, которые так называемых литерных, которые мы так назвали, потому что это надо было сделать обязательно ко Дню Победы. Вот. Это тот же фуникулер, это Красный мост, это место, где наши бойцы первые приняли бой. Парк имени Тараса Мироновича Шамба, в народе называют еще парком Сказка, часть набережной. Вот. Ну и по большому счету из крупных, вот я уже говорил про эти улицы и так далее. Значит, у нас по линии водоканала, там, если брать по аварийным ситуациям, да, где постоянные ремонтные работы, это 1400 мероприятий только по линии водоканала. По ремонтным группам там порядка 150, это РСУ. Тут все, тут и детские площадки. В прошлом году мы детских площадок установили 10, в этом году 13. Ну, думаю, еще пару детских площадок мы успеем до конца года. По вашему поручению, по всей республиканской дороге ведутся работы по установке новых остановочных комплексов. Нам удалось вовремя почистить реки. Мы избежали стихийного бедствия. Реку Баслу мы чуть раньше почистили. На Баслу потратили, но это не сейчас, это конец года прошлого, было 14 миллионов рублей. Вот Гариквара вместе с Адзябш
и это 18 миллионов рублей. Светлана Георгиевич, работает правительственная комиссия, туда входит администрация города. 108 квартир, к великому сожалению, там жили люди, у которых не были вообще никаким образом оформлены дома. Кроме приватизированных, 24 квартиры оставались в муниципальной собственности. Значит, мы в процессе дискуссии с Кабинетом министров мы пришли к мнению, что надо дать возможность людям приватизировать эти квартиры для того, чтобы получить прямую компенсацию. Иначе компенсацию пришлось бы получать администрации города Сухум. Если администрация города Сухум получила бы компенсацию, то по закону мы не можем им выделить квартиры, потому что надо становиться в очередь и много всего другого. Поэтому нашли более спокойный такой путь, дать приватизировать. Практически сегодня 99% документов оформлены, там один или два вопроса остались, пару квартир осталось, которые добьется тоже в самое ближайшее время, и мы подаем заявку на выдачу компенсации. Ну, во всяком случае, Кабинет министров готов начать выплаты. Здесь в них точно вопросов нету, вопрос организационный. Ну, да, нам надо будет, наверное, то, что он не пригоден для жилья сейчас, это точно, это дала комиссия такую оценку, вот. Но какова судьба будет дальше, надо будет, наверное, комиссия комиссии, но, то есть посчитать, снести его будет дешевле и построить что-то новое на этом месте, или реконструировать его будет дешевле. Надо будет смотреть здесь, заключение строителей будет, наверное. 4 миллиарда 580 миллионов рублей инвестиции. Вот вы посчитали. Да. А это сколько рабочих мест? Светлана Георгиевич, сейчас там из запущенных, вот планируется из этого списка 1200, это вот те, которые там не должны запуститься 1 числа, где мы были, и 1 действующих мест. Ну, примерно вот реализация вот этих проектов, я думаю, что это примерно до 1000 рабочих мест. Вот и подоходный налог. При заработной плате там 30 тысяч. И откуда это все? В случае реализации всех вот этих проектов инвестиционных, он же перечислил не только в этой гостинице, и в других. На 4,5 миллиардов рублей сейчас разная степень готовности разных объектов. Около 1000 рабочих мест. Средняя зарплата там, наверное, будет 1030. Вот вам подоходный налог, каким образом формируется. Если я вас правильно понял, повышение налоговых поступлений, это прежде всего администрирование, качество, вот эти строительные работы в любом случае формируют доходную часть, завозится продукция, мало кто из них имеет преференциальный, скажем так, статус, это тоже, и заработная плата тех, кто там работает, оттуда деньги взялись. Ничего, что я так свое мнение. Вы со мной согласны, Александр Анатольевич? Давайте еще какие вопросы есть к мэру города. Я хочу, чтобы в конце концов, когда-либо мы уже начали составлять генплан города, по которому мы будем контролировать, я не знаю, вот эти все вопросы, как раз которые остро сегодня в обществе стоят, потому что за 30 лет огромное количество незаконных строек, помимо того, что портить наш вид города, я считаю, вид города у нас до войны был очень эстетичный, очень такой колоритный, свой вкус, свой вид имел. Я думаю, что этот вид надо сохранить, тем более, если мы горды тем, что нашему городу 2500 лет, как-то эту изюминку мы должны в этом городе сохранить. Насчет генерального плана развития города я ничего сказать не смогу. Это серьезный документ и большие деньги. Будет указ президента, который будет зонировать город Сухум и регламентировать некоторые вещи, связанные со строительством. Такой документ готовится. Вы внимание обращаете на новом районе, детские площадки, и подвалы, и дороги, пятачок делается, потом еще парк делается. Спасибо, хотелось выразить вам от жителей нового района. И еще, пользуясь случаем, вот здесь я хотел бы к вам обратиться, потому что ко мне часто обращаются люди, я всегда к президенту хожу, к примеру, они мне всегда помогают. Более того, то же самое проявляете вы, Беслан Федорович, и у нас одна просьба из нового района, где начальник милиции, там на новом районе, где отдел, есть дорога, да, заезжает скорая помощь, дорога поломана, и плюс еще паспортный столб, и плюс еще там же на месте присутствует отдел. Я считаю, что это наше лицо. Помогите, пожалуйста, вы нам обещали до 30 сентября это сделать. Я передал
просьбу жителей нового района. Огромное спасибо, Аслан Федорович. Авто это вообще такой человек, это вообще даже не обсуждается. Постоянно, который рядом с нами находится. Действительно, мы видим, что происходит в городе, какие позитивные изменения. Отдельная благодарность и за Красный мост. Вопрос один. Я помню, мы обсуждали этот вопрос на совещании в администрации президента по итогам первого квартала по приборам учета. Дело в том, что парламент участвовал в процедуре выделения дополнительных средств на установку приборов учета. Вот вы сказали 9200 по городу Сухум. Это общее количество установленных в принципе. Новых счетчиков? Почти 5000 в этом году установлено из 9200, там без малого, как мне сказали, Черноморэнерго, вот сегодня утром обновлял. Вот. И до конца года еще будет в городе Сухум еще пару тысяч установлено. В общей сложности до 7000 будет в этом году примерно установлено. В этом году до 7000, может, это они там как бы всегда занижают цифру, потом по итогу больше получается. Но в целом должно быть порядка 11 тысяч за прошлый. Нам сейчас в этом году или конец прошлого года, нам главное по факту, в 2014 году я как-то курировал, был руководитель энергетической комиссии в республике, да. У нас было по городу Сухум работающих 11 тысяч счетчиков, даже без малого 12 тысяч. Вот. Поэтому мы хотя бы к этим цифрам. У нас всего абонентов, я уже говорил, 28,5 тысяч. Вот какое количество счетчиков нам нужно. Понятно, что столько денег нет, и собираемость будет другая, и процент будет другой, и экономия будет, потому что люди начали считать деньги. Когда ты за этот продукт даешь, хотя бы, да, скажем, близкую к установленному, там, допустим, экономически обоснованному тарифу даешь цену, то люди начинают считать деньги. В рамках отчета сложилась картина, полная картина. Я вырос в семье педагогов, и оценочное суждение выношу следующим образом. Сравнительный анализ, как было в прошлом году, как было в позапрошлом году, ранее. Если есть динамика, это говорит о том, что те, кто занимается управленческой деятельностью, они добросовестно подходят к своей работе. Хотел бы поприветствовать депутатов Народного собрания, депутатов городского собрания. Все-таки 30 лет Победы, праздничное настроение. И Беслан Федорович не потому, что этого не знает, а чтобы не омрачать праздник, не все проблемы оцифровал. Вот когда все проблемы будут оцифрованы, тогда будет понятно, много денег в бюджете города или Абхазии или нет. Ну, например, есть у нас проблема нехваток садиков. Есть? Есть. Во что это обходится? Больше миллиарда? Наверное, да? Школы тоже около 1 миллиарда, да? Проблема твердых бытовых отходов, крыши и фасады. Да? Новый район – шикарное место, и дома неплохие. Но я уверен, даже никто не считал, потому что денег нет. Лифты, дороги, повышение заработной платы. Это же низкая заработная плата, несмотря на то, что по сравнению с другими районами Абхазии она повыше. Пенсии, пособия инвалидам. Проблемы связаны с энергетикой. Речь идет о десятках миллиардов рублей, не об одном десятке. Мы можем об этом не говорить, мы можем все заморозить и медленно вот идти такими шагами вперед. Конечно, у нас есть потенциал. Потенциал – это еще не значит, что он работает на население, он может остаться неиспользованным. Я тут никакую дискуссию устраивать не собираюсь. Я знаю, что присутствующие, вне всякого сомнения, хотят, чтобы было хорошо, чтобы было лучше. Вот когда мы начинаем определять подходы, что для этого надо сделать, чтобы было лучше, чтобы наша экономика, экономический суверенитет, чтобы у нас был. Я могу быть предельно откровенным или как бы комплиментами ограничиться? Мы должны понимать, являемся независимым государством. Прежде всего, независимость нужно наполнить экономическим содержанием. Понятно, что наша страна туристическая. Вот здесь депутаты говорили о том, что вот кто-то строит гостиницы. Так, конечно, строят гостиницы, и это хорошо. Но у нас гостиниц должно быть в 20, в 30, в 40 раз больше. И финансовая модель сегодня выгодна, когда часть гостиницы
Никто не собирается никому давать право строить апарт-отели. Хотя сейчас это происходит не отрегулировано, чтобы там не было гостиничных номеров. Обычно соотношение делают 50 на 50. 50% гостиницы он быстро окупил, продав эти апартаменты. Мы получили свои деньги, и он освободился от всех преференций, потому что вложил много денег. Прибыль показал, и пошло, и поехало. И это связано с развитием аэропорта, с возможностью газификации. Я не буду спорить, потому что не вижу в этом смысла, потому что понимаю, что здесь сидят ответственные люди. Могут быть какие-то проблемы, если неправильно эти вопросы, в том числе вопросы развития именно вот такого вида туриндустрии, апарт-отелей. Могут быть проблемы, если мы не подготовимся, могут быть. Но мы же говорим, давайте посмотрим, какие, и поставим им препон. Еще раз просил бы присутствующих не обобщать. Наши государственные институты нуждаются в том, чтобы качество их работы улучшалось. И очень важно, чтобы государственные служащие имели достаточно высокий уровень доходов, чтобы они не смотрели на карман к посетителям. И это опять упирается в возможности нашей экономики. Когда я говорю о том, что мы должны посмотреть по сторонам, что у нас делается на сопредельных территориях, я не имею в виду перенять отрицательный опыт. Абсолютно нет. Слава Богу, кто-то уже сделал так, как не надо. У нас есть возможность посмотреть и узнать, потратили кучу денег, получилось не так, как хотели. Мы должны сделать с учетом чужого опыта. Есть такая поговорка, умно учиться на чужих ошибках. Мы же заявляемся здесь как очень умные. Но если мы такие умные, в чем я не сомневаюсь, мы, наверное, должны быть немножко побогаче в целом государстве. В целом тенденции положительные. Еще раз за это хочу поблагодарить. Я не хочу, чтобы вопросы, которые не должны быть политизированы, переводились в эту плоскость. В этом ничего хорошего нет. И мое глубокое убеждение, знаете, в чем еще состоит? Государство – регулятор, и экономика управляет политикой. Не наоборот. Политика какое-то время может управлять экономикой, командовать, потом народ от этого всего устает и говорит политикам: до свидания, мы хотим жить, мы хотим развиваться, нам нужно жить сейчас, а не через 30, 40 и 50 лет. Как это мне представляется, наш пассионарный, энергичный народ Абхазии к этому подошел. Поэтому решения, подходы другие в области развития экономики. Вот нас финансовая система наша не вытягивает. Но за 20% взять кредит в долгу и построить предприятие – невозможная история. Вот сейчас в рамках одного совещания, это невозможно, конечно, но банкиры, не банкиры, а представители Национального банка могут объяснить, почему так, почему у нас нет дешевых денег. И как сделать так, чтобы дешевые деньги были. Но когда свободные остатки в банках, будет больше свободных остатков, да, ежесуточно на остатках остаются большие деньги, а банк, как известно, занимается тем, что он продает эти деньги, ставка начнет падать, а оживление экономики должно быть. Идем дальше. Работаем, меньше разговоров, меньше политиканства и больше работы. Желаю вам всем успехов. Не совсем.